Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто ваш тайный поклонник? Кто он такой? Почему он до сих пор тайный? Давайте вместе посмотрим. Ни о ком не думайте, загадайте на себя. Нужная и важная информация найдет вас сама. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, прям очень интересно. Восьмерка. Какой-то рабочий человек, либо очень занятой человек. Для этого человека сейчас самым важным, либо в приоритете является его восьмерка. Карьера, работа, бизнес, задание, проект. Очень занят, прям сильно очень занят. Вот поэтому он и тайный. Мужчина, который давно влюблен в вас. Тут и рыба показана, и птица показана, и даже звезда. Давно. Это не что-то новое, это не событие там ближайшего прошлого. Это тут прям, может, даже как несколько лет. Этот мужчина давно за вами наблюдает, давно вы ему нравитесь. А все случилось из-за какого-то разговора. То ли вы с ним говорили, то ли вы рядом с ним говорили. Вы такое на него впечатление произвели, что он такой: боже, вот эта женщина, и красивая, и умная. Знаете, как будто бы до вас он вообще не догадывался, что женщины могут быть такими умными, рассудительными, внимательными, умеющими, там, скажем так, высказать свою позицию, либо отстоять свои рамки, права. Да? Вот прям очень зацепили вы его. И почему-то мне еще идет, что сначала он услышал ваш голос, а потом услышал уже и, вернее, не услышал, а увидел вас. Да, сначала голос услышал, потом увидел вас. Мужчина, кстати, очень интересный, необычный мужчина. У него знак экстрасенса. А это прям, я вам скажу, достаточно редкая ситуация. У него действительно есть способности. Пользуется, не пользуется, не могу сказать, но то, что это ему помогает по жизни, это 100%. И, возможно, как раз-таки это его и чутье, да, помогло ему выйти на вас. Нет, скорее всего, вы не с ним говорили, да, потому что сначала услышал, потом увидел. Значит, вы где-то с кем-то разговаривали, вот, а он рядышком стоял. Вы знаете, сколько много времени и сил он потратил, чтобы разузнать о вас информацию? Он прям копал эту информацию и очень многое о вас узнал. Так, тучи, кольцо. Этот мужчина, он рассматривает вас как будущую жену. Не меньше, да. Как будущую жену, он к вам присматривается, он вас изучает, он многое о вас уже узнал, еще больше узнает. Вы знаете, такое впечатление, что он действительно вот настолько занят, у него нет личной жизни, либо она была, когда-то закончилась. Вот сейчас он с головой ушел в работу, в какие-то свои достижения, свершения, результаты, и ему некогда, да, личной жизнью заниматься. Но есть вы, и вы у него прям, на примете, как сказать, глаз на вас положил этот мужчина. Считает, что вы прям идеально ему подходите. Единственное, что он не понимает, как к вам подойти, либо с чего начать. Возможно, вы действительно очень такая строгая женщина. Возможно, вы, в принципе, в отношениях, да, вот кого-то отыграть, что вы уже в отношениях. И он, например, это знает, и он такой: блин, как мне к ней подойти, как мне ее уговорить, либо с чего начать, да? То есть там тучи были, он не понимает, как действовать. Он видит вас, у него есть желание надеть вам колечко на палец, но он не понимает, как действовать, как подступиться, с чего начать, как это вообще все выйдет.
Мало ли там пошлете его далеко и надолго, и все будет испорчено. Мужчина голову ломает уже не 1 месяц. И это прям очень тяжелая задача. Несмотря на то, что он очень умный, что у него есть эти экстрасенсорные способности, таланты, он придумать не может. Да? Как подойти, с чего начать, как подступиться. Это вот как главные вопросы, которые его сводят с ума. Вас он видит невероятной. Вот по его ощущениям вы какая-то прям мега идеальная, даже лучше, чем идеальная. То, как вы выглядите, то, как вы говорите, то, как вы думаете, то, какой вы жизнью живете. Он такой, совершенство, мисс совершенство. Вот почему тайны? Скорее всего, из-за вашей личной жизни. Да? Возможно, у вас там бывший все никак не забудет дорогу к вашему порогу. Либо что вы ведете такой прям закрытый образ жизни, да, вот демонстративно показываете, что мужчины вам не нужны. Либо потому что у вас есть мужчина, да, вы все разные, все-таки отсыпка общая. Я больше склоняюсь к тому, что кто-то есть рядом с вами, либо кто-то претендует на вас, и он это понимает. А ну-ка, с его-то занятостью, с его загруженностью, как бы тяжело ухаживать за женщиной, да, либо нужно работу на стоп поставить, либо нужно, допустим, от чего-то отказаться, пожертвовать чем-то. Он как бы и готов, но с другой стороны он не понимает вот этого механизма действий, да, алгоритма действия, вот как действовать, как подходить, что говорить. А если у вас, да, действительно такой характер, что вы прям сразу, да, без предупреждения посылаете далеко и надолго, то есть можно все испортить, еще и не начав, да, вот он этого очень сильно боится. Плюс я вижу, что мужчина постоянно вас изучает. Постоянно. Может, он какой-то психологический портрет ваш делает. Может, он постоянно пасется в ваших соцсетях. Может быть, он кого-то попросил про вас все разузнать. И человек добывает информацию про вас. То есть и так может отыграться. Интересно, конечно, очень интересно. Вы знаете, он будет действовать, но вот ближе к холодам мне идет. Да, вот когда холода будут. Понятно, что вы все живете в разных странах, в разных регионах. Но вот когда похолодает, он начнет действовать. Найдет какой-то повод, найдет какую-то возможность. Может, это и не будет как вот по личному, да, заход. Может, это будет какая-то вообще отстраненная причина, почему он появился перед вами. Но он умный, он придумает, да, он успешный, он и не такие проекты, да, покорял. А вы для него, да, личный проект, проект его личного счастья. Вот как-то так мне идет. И вот он прям сердцем чувствует, что вы будете вместе, что вы прям созданы друг для друга. И что вас ему послала сама Вселенная в момент, когда он об этом думал. Да? Может, он там переживал, что все, типа я один останусь, там, никто мне не нужен, буду работать, буду там достигать, да, делать имя, карьеру. И вот, пожалуйста, увидел вас. Увидел. Может, вы в банке были, да, там, с сотрудником разговаривали, может быть, вы на работе с кем-то там общались. Но вот он увидел вас, вернее, услышал, потом увидел. И все, и залип. Залип надолго, я так понимаю, навсегда. Так, тут еще одного человека показывают. Но этот человек явно не свободен. Смотрите, у кого-то отыграется, что у вас сразу 2 тайных поклонника, у кого-то отыграется, что вот тут 1, а там 2. Второй явно не свободен, и человек с такой, знаете, тяжелой, несчастливой судьбой. Ему очень не повезло в жизни, ему попалась худшая из женщин. Женщина абсолютно неадекватная, очень деспотичная, агрессивная. И у нее какие-то гормональные проблемы очень серьезные, да. Может быть, она не сама по себе такая, да, а из-за вот этих гормональных проблем ее там рвет на части. Соответственно, она это все выплескивает на своего мужа, там, детей, друзей, там, соседей. В общем, женщина-скандалистка мне идет, и такая прям оторва вообще мне идет, да, женщина. С этим мужчиной вы либо живете где-то рядышком, либо работаете. Вот как-то время рядом мне идет, да. Совместное, не совместное, а проживание рядом, либо работа рядом. Может, в одном офисе работаете, либо на одном предприятии. Этот мужчина, он
очень добрый, он очень хороший, он детей любит и жалеет детей. Он понимает, что если вдруг он там уйдет от этой женщины, то она там начнет мутить, и там и дети пострадают, и он пострадает, все пострадают, да. Ну, как бы, опять же, это как-то негативно скажется на ее здоровье. Может, она, кстати, его шантажирует своим здоровьем, да. Ну, пойди узнай. Может быть, мужчина как принял это как свой тяжелый крест, то есть он знает про ее состояние, он такой, ну, типа, это мой тяжелый крест, я должен его нести. Добрейшей души человек, очень покладистый, спокойный, такой тихий. Готовит, кстати, очень хорошо и убираться умеет. Такой прям добрячок, позитивчик. Ну вот когда в жизни происходит почему-то к хорошему плохое идет, а к плохому хорошее, да? Несправедливо немножко. Ну, может, у него карма такая, но может быть слишком добрый, да, поэтому им и пользуется. Вот этот мужчина, он по вам давно уже тоже вздыхает, и даже, возможно, была ситуация, когда вы могли заподозрить, да, что этот мужчина к вам неровно дышит. Ну, вот как-то на вас посмотрел, либо что-то такое сказал, либо там попытался прикоснуться. Ну, типа случайно, ну, как бы понимаем, да, случайности не случайны. Вот. Этому мужчине уже как бы надеяться не на что, да. Вы для него муза, вы для него источник вдохновения, вы для него женщина, которая, ну, грубо говоря, как мотив, да, мотив дальше продолжать жить. Он очень часто о вас мечтает, он очень часто представляет вас, он наслаждается моментами, когда удается где-то рядышком с вами побыть, либо там просто рядом постоять. Это есть. Несчастный человек, в принципе, даже его рассматривать как-то, знаете, и неудобно, да, потому что тут все понятно, он никогда не признается, он никогда не откроется, он не подставит вас, да, зная, какая у него там безумная жена. Она действительно безумная, ей бы лечиться по-хорошему, но она, видно, либо не хочет, либо такое состояние, что уже не лечится. Да, какой-то тотальный гормональный сбой, который невозможно восстановить. Вот. Ну, такой семейный, да, семейный мужчина. Так, еще что вы должны знать. Тот, о ком вы думаете, либо тот, кто вам нравится. Вот у кого-то есть симпатия, да, вам нравится некий мужчина, либо вы некого мужчину считаете очень симпатичным. Он вас тоже считает симпатичным, но он не является вашим тайным поклонником. Скорее, тут другое. Тот, кого вы считаете симпатичным, он немножко глуповатый человек, ну, не в плохом смысле слова, а просто объективно. Этому мужчине про вас ваша подружка, ну, либо коллега, может быть, соседка, очень много гадостей наговорила. И рассказала какие-то страшные вещи, которые, ну, этого мужчину немножко напугали. Тут явно зависть, ревность со стороны другой женщины, а мужчина такой лопух, да, уши развесил и позволил, чтобы туда прям грязи напихали по самое не могу, не хочу. Мужчина может быть внешне симпатичный, да, может у него даже какие-то качества есть положительные, но зачем вам такой труд? Зачем вам тот, кто верит там первой встречной поперечной, и вместо того, чтобы проверить самому, да, он доверяется незнакомым людям? Опять же, уровень осознанности. То есть, ну, мало ли, что люди могут наговорить, да? Ты руководствуйся своей интуицией, своим умом. В крайнем случае, да, спроси у других людей, ну, понятное дело, да, наведи справки. Но нет, этот просто поверил, и вот идет мне, что он вас боится, побаивается, боится. Может, она там рассказала, что у вас какие-то венерические заболевания, может, она рассказала, что у вас там какой-то мужчина есть, любовник, да, который там бесшабашный, на что угодно может пойти, там покалечить, еще что-то сделать. Может быть, она рассказала, что вы там охотница за деньгами, да, за имуществом, что вы там то, сё, там, может, вы там нетрадиционной ориентации. Ну, каких-то гадостей наговорила из-за зависти, из-за подлости, из-за ревности. И вот этот мужчинка поверил. Вот. Вы от него там особо ничего не ждите, потому что, ну, он в таком состоянии, что он боится, да, боится сделать шаг. Что он делает? Ну, живет свою жизнь, старается о вас не думать, старается даже вот как-то не смотреть в вашу сторону, потому что испугался, да, испугался за свою шкурку, испугался, что вот кто-то возьмет там его покалечит, либо что вы там все деньги его отберете, что вы там еще что-то сделаете. Ну, глупость человеческая, да, помноженная на отсутствие интеллекта, это прям страшные вещи.
Вот. А эта подружка, она сама вам об этом расскажет. Ну, либо кто, коллега, соседка, так и скажет, что вот я хотела его проверить, и я ему вот такое сказала. Возможно, эта женщина будет немножко, как сказать, под градусом, да, либо просто захочет сделать вам больно и как бы скажет вам эти вещи. Ну, по крайней мере, все раскроется. Вы все узнаете. По поводу этой подружки либо коллеги, не переживайте, ее Бог накажет. Она уже под мечом ходит. Скоро этот меч просто ворвется и прям в нее попадет. Вот, за ней много грехов уже числится. Она не только вам завидует, она разным людям завидует, еще и гадости, я вижу, делает. В принципе, и вам гадость делала, и другим делает. Вот. А мужчина, как бы все, он себя обнаружил, он недостоин вашего внимания. Понятно, что нравится, понятно, что интересно, понятно, что симпатия. Но, девочки, не все люди идеальны, да, и есть такие, что мордашка симпатичная, да, а внутри там труха, гниль, да, либо пустота вообще. У этого мужчины точно пустота, потому что своей головой он жить не хочет, он готов верить кому угодно, во что угодно, и, ну, скажем так, сердце у него какое-то вот очень маленькое и такое, знаете, дрожит от всего, да, слишком подвержен страхам, мне еще идет. Вот. Не думайте о нем. Вы и без него счастливой будете. Вот мне вот этот первый очень понравился. Мне понравилось то, что он очень целеустремленный, что у него такие способности. И то, что он действительно вот не действует сгоряча. Да? Вот нет такого, что вот нахрапом пойду, буду добиваться, буду там ломиться во все двери, стучаться. Вот у него прям такая, вот, как по мне, тактика, да, потому что его и внизу показали, и вверху показали, что вот я придумаю план, и я буду ему следовать, и я попытаюсь, я пойду на какие-то меры, да, но я вот себя покажу с лучшей стороны. Вот, ну, как бы он видит, что вы его птица счастья, и он понимает, что раз, ну, так случилось, да, вот именно вы, и вы ему идеально подошли, то он будет за вами, конечно же, ухаживать, он будет вас добиваться. Но сначала ему нужно вот какую-то 8, да, до ума довести, проект какой-то закончить. И еще вот этот первый мужчина, он очень часто видит вас, но вы его не видите. То ли он как-то украдкой за вами подглядывает, то ли он приезжает туда, где вы находитесь, где-то там в машине сидит, либо в кустах прячется, то ли он действительно под каким-то, не знаю, аккаунтом левым, там, не знаю, с кошечкой, с собачкой заходит в ваши соцсети и ну, просматривает ваши события, да, вашу ленту. Ну, такое тоже может быть. Такой неплохой вариант, если честно. Неплохой. А главное, что вы таких любите. Вы любите целеустремленных, вы любите тех, кто мало говорит, но много делает, и людей, вот, которые работают. Да, прямо отдельно уважаете людей, выделяете, которые работают, которые умеют работать, которые не боятся работать, ну и которые достигают своих результатов и успехов. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.